Стефана Цвейга в университете не проходит. Он в программу не входит, так же, как и в школьную. Ну, в школьную понятно, потому что вот если мы возьмем книгу, да, то здесь в скобках идет пометка обозначения Австрия. То есть это австрийская литература. И долгое время идут споры о том, есть ли отдельно немецкая литература или австрийская литература. Ну, а так как у нас зарубежная литература строится вокруг 4 стран изучаемых языков, это Англия, США, Франция, Германия, то швейцарские писатели и авторы, и австрийские авторы, они как-то в стороне находятся. За исключением Франца Кафки, который считается как бы немецким писателем, хотя он родился в Праге, но там долгая история. Вот, поэтому с Цвейгом я знаком не очень хорошо, как просто читатель. Познакомился я с ним впервые на 3-м курсе, когда изучали мы Бальзака, а у Цвейга очень хорошая, проникновенная биография. Биография этого французского писателя. И вот я впервые с Цвейгом познакомился именно как с биографом, автором романизированных или беллетризированных биографий. Сначала тоже по биографии, потому что биография у него, с одной стороны, он очень удачливый человек, он счастливчик, а с другой стороны, обстоятельства его смерти, они очень-очень такие мрачные. Родился он в Вене, в Австро-Венгрии, как вы видите, в очень богатой семье. У него там мать была из семьи банкиров, отец тоже был из каких-то промышленников. И поэтому в плане материальном он никогда в своей жизни не нуждался. Родители были богатые, когда он начал заниматься писательской деятельностью, его очень хорошо читали, он был популярным автором. И в плане вот этой жизни бедных людей он знал только по книжкам. По книжкам Максима Горького. И немного Достоевского, да. Вот. Про бедных людей он знал очень много. И как это ни странно, исследователи говорят, что у него было определенное чувство вины вот, в том, что у него такая очень благополучная жизнь. Он эту вину испытывал. Чем примечательна Вена, в которой родился и провел юность и молодость Стефан Цвейг. Австро-Венгерская империя – это такой мини-Советский Союз или мини-Европейский Союз. Это была империя очень многонациональная, очень многоконфессиональная. И хотя Цвейг у нас по происхождению еврей, он себя считал гражданином Европы. И он в течение всей своей жизни будет переживать, вообще рассматривать все события, которые происходят в мире с точки зрения представления о единстве европейской культуры. Вот он был таким, сейчас бы сказали, еврооптимистом. Вот. И его безвременная кончина, она тоже была связана с тем, что он очень сильно переживал по поводу судеб именно Европы. То есть он был космополитом, он был таким интернационалистом. Он считал, что европейская культура, это величайшее достижение цивилизации, и что вот все, все проблемы, которые возникают перед людьми, их можно решить с помощью вот этой, обращаясь именно к основополагающим принципам этой культуры. За что его критиковали в Советском Союзе? В Советском Союзе я прочитал несколько работ 60-70-х годов. Цвейг считается таким неплохим писателем, но который не до конца понял, как устроен исторический процесс. И поэтому он был вот такого периферийного плана. В этом они, кстати, похожи с Далем, да, это Цвейг, это так же, как и Даль, писатель или автор. Писатель или автор, имя которого знают все, но при этом мало кто знаком с его творчеством именно в обязательном порядке. Он в такой канон не входит, он находится где-то рядом.
Учился он в Венском университете, закончил философский факультет и еще в юности начал писать стихи. Первый сборник стихов «Серебряные струны» он отправил в подарок другому австрийскому писателю Рильке. И, судя по всему, Рильке этот сборник понравился, потому что он в ответ прислал свою книгу. И до смерти Рильке, по-моему, в 26 году умер, они дружили. В молодости Цвейг очень много путешествовал. Он после окончания университета какое-то время живет в Лондоне, потом в Париже, путешествует по Испании и Италии, посещает Индию, Индокитай, США, Кубу, Панаму. То есть вот это пример такого человека, который живет в глобализированном мире, который не знает границ. И мировоззрение Цвейга, оно основано как раз на том представлении, что границы, которые возникают между странами и между людьми, это что-то противоестественное, что-то аномальное. Он с этим столкнется, когда начнется Первая мировая война, он это обнаружит и попытается понять, как же так произошло. А так он был именно человеком мира, гражданином мира, человеком вот этого глобального, глобализированного мира. Вот опять-таки, используя современный термин, он был таким глобалистом. Когда начинается война, он перебирается в Швейцарию и с ужасом наблюдает, что происходит в Европе в годы Первой мировой войны. И главный ужас, что у него больше всего вызывает ужас, не столько жертвы многочисленные, а сколько то, что разрывается коммуникация, связь между представителями разных стран. У него достаточно интернациональный был состав друзей. Это француз Роман Ролан, это немец Бертольд Брехт, это бельгиец Эмиль Верхарн, Джеймс Джойс, с Максимом Горьким он дружил и так далее. И вот он не может понять, как это французы стали вдруг ему врагами. И почему он не может с ними общаться, если год назад буквально они были лучшими друзьями. И он не может понять, что почему вот здесь Швейцария, где говорят на немецком языке, и здесь войны нет, а через 10 километров граница, и там начинается Австрия, а там уже война. И там у людей абсолютно другая жизнь, абсолютно другое настроение. Вот он не может понять. И считает, что вина за эту катастрофу лежит на интеллигенции. И в этом он очень близок к русской интеллигенции, к позиции. Он считает, что европейская интеллигенция должна буквально проповедовать идеал гуманизма, должна активнее защищать эти идеалы. И вот если эти идеалы будут привиты большинству людей, тогда войны станут невозможными. Он считает, что именно интеллигенция допустила возможность вот этой бойни, которую наблюдал в Первую мировую войну. Кроме того, он наблюдал предательство, как он считал, когда многие деятели культуры на первых порах поддержали войну, потом многие, правда, разочаровались и отошли от этой позиции. Но он считал, что вот как раз этот угар национализма – это свидетельство того, что гуманистический пыл ослаб, и что его нужно как-то восстанавливать. И вот он всю свою жизнь будет жить с такой оглядкой на гуманизм XIX века, и его критики справедливо считают таким человеком XIX века, который прожил дольше и стал свидетелем событий жестокого 20-го столетия. И его книги – это восприятие событий антигуманных и бесчеловечных 20-го столетия с позиции человека 19 века. Вот если его земляк, скажем так, по подданству, да, Франц Кафка, он наоборот предвосхитил 20 век с его жестокостью и бесчеловечностью, то Стефан Цвейг попытался наоборот ценности 19 века протащить, перенести в век 20. Антивоенная его позиция привела его к близости с революционерами, социал-демократами.
Он сближается, в частности, с 20-е годы он сближается и с советскими коммунистами, дружит с Горьким. В 1928 году он посещает Советский Союз. И, в принципе, то, что он увидел в Советском Союзе в 20-е годы, ему понравилось. А вот 30-е годы уже нет. В 30-е годы он Советский Союз не посещал, но даже то, что он видел, и то, что говорили о нем, говорили о Советском Союзе те люди, которые там побывали, вот он понимал, что что-то там не так. Он до конца не понял, что там именно происходит. Ну вот по новелле «Шахматная новелла», он, кстати, хотя она была написана еще до разоблачения преступлений нацистов, тем не менее у него вот это чутье интуиции было очень хорошо развито. Но он часто говорил: как же так, у вас революционеры Бухарин, Зиновьев и Троцкий, Зиновьев и Бухарин стали быть врагами, стали быть контрреволюционерами. Как же так произошло? В 20-е годы он пишет свои самые известные произведения. Дело в том, что Цвейг, он романов не писал. У него есть один роман, который считается не очень удачным, по крайней мере, он сам так считал. И есть один незаконченный роман, который публиковали спустя 40 лет после его смерти. Но он, как писатель, создавал новеллы, короткий рассказ. Причем новеллы у него написаны именно так, что по содержанию, по емкости они тянут на большой роман многотомный. Вот Достоевский, например, мог бы написать роман несколько сотен страниц, у Цвейга это страниц 20 или 30. Чем это объясняется? Дело в том, что, как я сказал выше, Цвейг находился по своему менталитету, по своему мироощущению в 19 столетии, и мир, в котором он жил, он распался на части. И поэтому он описывает мир, который лишен единства, и он осколки этого мира подбирает. И вот его новеллы – это осколки старого мира, которые он пытается подобрать. Вот. В целостную картину у него этот мир уже не собирается. И поэтому романная форма ему не дается. Как правило, новеллистическая форма у Цвейга своеобразная. Она отличается тем, что у новелл очень спокойное начало. Очень спокойное начало, там появляется повествователь, который рассказывает в основном о своих бытовых сложностях. А, как правило, это происходит во время путешествия. Они плывут на корабле, они, значит, встречаются во время поездки в гостиницу, это всегда путешествие. А потом встречается главный герой, он же рассказчик, он рассказывает за несколько часов самую душераздирающую историю из своей жизни. И таким образом, если мы возьмем рамочную конструкцию, у нас действие происходит в течение короткого времени, вот эта беседа. А сам рассказ, он тоже по основным событиям очень сжат, там события нескольких дней, как правило, помещаются. Вот. Но это момент наивысшего напряжения. Вот Цвейг постепенно подводит нас, нагнетает напряжение, и потом происходит катастрофа. Вот у него в рассказах обязательно заканчивается все катастрофой. Либо катастрофой случившейся, либо воспоминанием об этой катастрофе, либо переживанием последствий этой катастрофы. Вот это, поэтому новеллистическая форма у Цвейга, она очень характерна для вот этого распадающегося мира. Ну, самый известный рассказ, это рассказ «Амок», который вышел в 1922 году. Да? Знакомый сюжет? Напомните, пожалуйста. В общем, рассказывается о враче, которого попросили сделать аборт при определенных обстоятельствах. Жена американского, да, по-моему, не помните? Да, американского бизнесмена. Больше 5 месяцев не было мужа дома. Она за это время забеременела, и необходимо скрыть последствия этой связи. Она обращается к местному врачу, а местный врач, место, где это происходит действие, это Индонезия, голландские колонии. С медициной там не очень, но есть прекрасный врач, немец, выпускник Лейпцигского университета, к которому она обращается, который может эту операцию сделать.
И там начинается психологическая борьба, потому что она приходит к нему и пытается его купить. То есть она к нему относится как к инструменту, с помощью которого можно решить проблему, заплатив определенную. Ему это очень сильно не нравится, он поэтому отказывается ей помогать. А спустя несколько дней он раскаивается в своем отказе и начинает ее искать, чтобы помочь. Но уже поздно, потому что она обратилась к шарлатанам, которые ее загубили, и она умирает. И дальше у него миссия скрыть причину смерти этой женщины. Вот то, что он делает в состоянии сильного эмоционального напряжения, аффекта, который называется амок. То есть, как там сказано, припадок мономании, да, когда термин которая несопоставима даже с алкогольным опьянением. Человек одержим определенной идеей и совершает поступки, где не отдавая себе отчет в том, что он делает. Вот. Ну и заканчивается все гибелью. В общем, концы в воду, буквально в смысле этого слова, там организуется несчастный случай, в ходе которого погибает сам врач, свидетель, и тонет уже тело умершей женщины, и поэтому нельзя доказать, что она была беременна. И нельзя доказать, установить причину настоящей смерти. Потому что муж подозревает что-то и пытается выяснить. И вот врач, сначала отказавшийся скрыть ее беременность и сделать аборт, потом делает все, чтобы защитить ее честное имя, которое на самом деле нечестное, от мужа. То есть, таким образом, в рассказе нам показаны люди, которые находятся в состоянии сильного эмоционального напряжения, сильного эмоционального эффекта. Почему они в этом состоянии оказываются? Потому что мир, в котором они живут, в нем что-то идет не так. Там все правила исковерканы. И вот, например, женщина должна делать аборт, хотя она не должна этого делать, соблюдая приличия. И приличие заставляет ее обращаться к тем, кто ее убивает. Да? И потом понимание того, что необходимо защитить репутацию женщины в глазах мужа и общества, ведут доктора к тому, что он совершает все эти случаи. Таким образом, у Цвейга, с одной стороны, есть вот этот психологизм, но он не индивидуалистичен, а он следствие тех морально-этических проблем, которые навязывают современному человеку обществу. А почему общество такое? Потому что мир у нас распадается на части, с точки зрения Цвейга. И вот у него большинство новелл именно так показывают людей. Люди сталкиваются с определенными правилами приличия, с определенными общественными установлениями. Эти общественные установления оказываются антигуманными, аморальными, и вследствие этого происходит трагедия. Вот. Почему это происходит во время путешествия и почему у него композиция именно такая? Вот то, что я вам сейчас рассказал, это повествует погибший, даже не так, да. Есть пассажир парохода, с которым встретился этот несчастный врач, он ему все это рассказал, а потом этот пассажир нам пересказывает все это. Дело в том, что Австро-Венгрия – это Австрия, главное ее отличие от Германии, что это страна католическая. И мне кажется, что Цвейг в данном случае повторяет исповедальную структуру, таинство исповеди. Потому что такое исповедь? Исповедь – это доверительный рассказ постороннему человеку. И вот у Цвейга большинство новелл построены по этой форме. А рассказ о чем? Исповедь всегда рассказ о грехах. О том плохом, что ты совершил. Для того, чтобы преодолеть эти грехи. Да? И поэтому у нас события, которые показаны в новеллах Цвейга, они вот такого плана. Цвейг называл себя, кроме новелл, он вошел в литературу, да, как автор биографии. У него очень много биографий про разных выдающихся людей. Он себя называл коллекционер великих людей. У него была коллекция автографов великих людей, очень ценная, которую, правда, потом разворовали, потому что она стоила больших денег, образцы.
Там были образцы, по-моему, Леонардо да Винчи, Рафаэля и так далее. И его интересовали записи, которые собственноручно делали выдающиеся люди, именно в те периоды, когда они создавали шедевры. Он хотел зафиксировать те моменты, когда, с его точки зрения, эти творческие люди достигали бессмертия. Вот момент бессмертия он пытался фиксировать с помощью документов. И по этой же причине он обращается к биографиям выдающихся людей. Ну, например, он написал цикл очерков, сборник очерков, называется он «Строители мира», и туда вошли писатели. Именно когда Цвейг рассказывает о писателях, он рассказывает об их внутренней эволюции. Его не так интересует, какие именно книги они написали, его интересуют они как личности, что с ними происходило, когда они писали эти книги. И вот интересно, он распределил в «Строителях мира» писателей на 3 категории. Первую категорию мы бы сейчас назвали реалистами. Как он пишет, эпики, создавшие вторую действительность наряду с существующей. То есть это такой эпический размах. Сюда входят, по его версии, Бальзак, Диккенс и Достоевский. Но следует сказать, что Достоевского Цвейг очень любил, и его по праву можно назвать австрийским Достоевским. Чуть позднее я тоже об этом несколько слов скажу. Вторая категория – это писатели, в творчестве которых господствует дух самовыражения. Сюда он отнес с большим раздражением, об этом пишут советские критики, он отнес Казанову, да, который вообще у нас писателем не считается. Хотя это несправедливо, потому что все, что мы знаем про Казанову, мы знаем с его слов, то есть он, собственно говоря, сам себе биографию-то и придумал. Сюда же относится Стендаль. Ну и как вы думаете, кто из русских классиков, по мнению Цвейга, писатель, в котором господствует дух самовыражения? Если в первой категории был Достоевский, то здесь будет... Ну, да, Лев Николаевич Толстой. То есть Толстой в версии Цвейга не реалист, а он именно писатель, который выражает себя. Не столько описывает и создает реальность, сколько выражает смысл. И к демоническим мятежникам и бытовщикам он относит, там у него 3 автора, 2 вряд ли вам известны, это Гёльдерлинг и Клейст, это немецкие поэты-романтики, а вот 3-й это Ницше. Опять-таки, интерес Цвейга к Ницше вызывал большое раздражение у советских исследователей. Когда Цвейг сопоставлял Достоевского и Толстого, то, естественно, Достоевский ему ближе, чем Толстой, однако он ценит и того, и другого. Он считает, вслед за Владимиром Ильичем Лениным, что и Достоевский, и Толстой были предтечами или даже, так сказать, причинами с русской революции. Он их считает революционером. Достоевский, по мнению Цвейга, раскрыл сокровенные души людей. Вот он сделал европейскую литературу более психологичной с точки зрения Цвейга. Да, еще то, что касается исповедальности католицизма, да, для австрийской прозы очень характерно вот это копание в потаенной, иррациональной составляющей человеческой души, что роднит их с Достоевской. А когда Цвейг говорит о Толстом, то он говорит, надо различать Толстого как художника, как писателя, и Толстого как он пишет, искусственного христианина. И христианин, что идеология Толстого, она не соответствует его творчеству. Но при этом он говорит, цитирую, «Мы на Западе введены в заблуждение его патриархальной бородой и некоторой мягкостью его учения и склонны принимать исключительно за апостола кротости». На самом деле, по мнению Цвейга, Толстой гораздо больше радикал-революционер, чем Достоевский. И он считает, что русский народ был пробужден, в том числе и пробужден с участием Толстого.
В 29 году Цвейг выпускает один из самых известных его трудов. Это памфлет Жозеф Фуше «Портрет политического деятеля». Жозеф Фуше – это политический деятель времен Французской революции, соратник и одновременно предатель Наполеона Бонапарта. Он многократно менял стороны в политической борьбе. Так же, как Талейран, он вошел в историю именно как человек, который может выплыть, приспособиться к любой власти. И при любой власти он будет занимать высокую должность. Считается, да, в образе Фуше Цвейг изобразил принципиальную беспринципность. И он, когда описывает этого человека, этот персонаж, он постоянно подчеркивает это бесстыдство, беспринципность, которая делает его успешным политиком. И считается, что когда Цвейг говорит о Фуше, то он говорит о политиках вообще. Что вот в политике у нас главенствует закон беспринципности, что в принципе, наверное, справедливо, но об общей картине я не буду говорить, а о 20-х годах это справедливо, потому что где-то в эти же годы Бертольд Брехт пишет пьесу «Трехгрошовая опера», где действующие лица уголовники. И основная идея, которую высказывает Брехт в этой пьесе, она примерно совпадает с идеей Жозефа Фуше, биографии Жозефа Фуше Цвейга. В политике действуют те же законы, что в уголовном мире. То есть политики те же уголовники, с точки зрения практики. И Фуше у нас показан, кстати, был министром полиции, и уголовный мир тоже хорошо знал. В 1933 году он пишет уже с большой симпатией по поводу другого политического деятеля, деятеля культуры. Он как раз был вне политики, и что это было удачное решение, как кажется, Цвейгу. Называется «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского». Эразм Роттердамский – это деятель эпохи Возрождения в Нидерландах, очень образованный человек, пользовался большим авторитетом. Он был современником событий не менее драматических и не менее кровавых, с поправкой на население, да, того времени. Это была реформация, это были религиозные войны, конец 15 начало 16 веков. И Эразма Роттердамского периодически пытались на свою сторону переманить те или иные силы. Например, Мартин Лютер, который стоял у истоков реформации, он всячески агитировал присоединиться к нему Эразму Роттердамскому. Но Эразм его не поддержал, он себя поставил вне политики. И по мнению Цвейга, это самая правильная позиция. Не знаю, прав в этом отношении Цвейг или не прав. Он считал, что настоящий гуманизм политики не знает, партии не знает. Писатель должен бороться за добро, за дело добра за письменным столом, а не участвовать в политической борьбе. Но закончил жизнь свою Цвейг достаточно двусмысленно. И из позитивных примеров в 1928 году выходит, наверное, это самая известная биография Цвейга. Сборник, называется он «Звездные часы человечества». Это рассказ о безвестных людях, называется «Звездные часы». Да? Это рассказ об известных людях, которые пережили несколько часов той жизни, которая вписала их в историю, в мировую историю. Или не вписала. Такое тоже есть. И в большинстве случаев он рассказывает о неудачниках. То есть те, у которых была судьба стать первыми, судьба предоставила шанс повернуть ход истории в том или ином направлении, они этот шанс упустили. А при этом люди неплохие, люди хорошие. И у Цвейга как раз новеллы эти интересно читать. Почему? Потому что мы же все знаем, что Наполеон Ватерлоо проиграл. И ничего интересного в конце нет. А жанр новеллы, он же построен на неожиданный финал.
И Цвейг вот эти известные события и судьбы известных людей нам показывает с неожиданного ракурса. Например, его рассказ о битве при Ватерлоо, так, «Миг Ватерлоо» называется, он рассказывает не о Наполеоне, а главный персонаж этой новеллы – это маршал Груши, трагедия которого состоит в том, что он, четко и строго выполняя приказ, который дал ему император, не смог ему вовремя помочь, и в итоге битва при Ватерлоо была проиграна. Он не проявил достаточной самостоятельности, инициативы. При этом в последующем жизнь Груши сложилась благополучно. Он стал главнокомандующим французской армии, он был пэром. В общем, у него была жизнь, в принципе, благополучно, спокойная. Но, по мнению Цвейга, главная трагедия его жизни в том, что он в течение нескольких часов 18 июня 1815 года, а у него в этих новеллах обязательно указываются даты, когда это происходит, потому что это часы, он не принял того решения, которое должен был принять. Если бы он его принял, то история повернулась бы по-другому. И когда мы читаем это, у нас вызывает судьба Груши жалость. Потому что у Цвейга, у него все новеллы, не только входящие в этот сборник, но все новеллы, они описывают психологию жертвы. То есть людей, которых именно жаль, очень жаль. Мариенбадская элегия. Рассказ о том, как Гёте написал одно из моих самых лучших стихотворений, которое называется «Мариенбадская элегия». Гёте тогда было 74 года. Он влюбился не то в 18-летнюю девушку, не то в 17-летнюю, в общем, она очень молодая. Она ему отказала, у любви перспектив нет, он понимает, что у него больше любви не будет никогда, и именно поэтому он пишет это гениальное стихотворение. Вот опять-таки Гёте, он вроде бы совсем не неудачник, у него наоборот все хорошо, долгая жизнь, благополучная, огромное количество трудов в разных сферах и так далее. Но в этой новелле он показан как неудачник, и этот неудачник, который пережил трагедию вот эти несколько часов, он и выразил эту последнюю свою любовь в гениальном стихотворении. Вот. Опять-таки, абсолютно достоверщина, да, только через страдания мы добиваемся очищения души, добиваемся каких-то успехов. Открытие Эльдорадо. Опять-таки, душераздирающая история про реального хозяина земли, на которой в 1848 году будет найдено золото. Там был выходец из Швейцарии по имени Зуттер, который создал там колонию, основал колонию, Новая Гельвеция. Она процветала, он выращивал виноградники, у него были молочные фермы. В общем, все было прекрасно, пока там не нашли золото. Поэтому у него все хозяйство растащили и разворовали. Работники перестали его слушаться, потому что они начали мыть золото. Вот. То, что должно было принести богатство и счастье, сделало его нищим. Потом у него есть все документы, он подает в суд и требует, чтобы поделились с ним этим богатством, потому что он владелец этой земли. Суд признает его право, и ему должны были выплатить гигантские по тем временам деньги, 26 миллионов долларов. И федеральные власти, и местные власти, и фермеры, которые там жили. Но в итоге этот приговор никто не исполняет, судью, который вносит приговор, линчуют, суд разгромили, и вот он так остается нищим. Опять-таки, как видите, у нас неожиданный поворот судьбы. То, что должно было принести счастье, приносит несчастье. Груши был дисциплинированным солдатом, и поэтому стал причиной поражения своего императора. И здесь вот то же самое. Героическое мгновение – это Достоевский накануне смертной казни. И «Борьба за Южный полюс» – это рассказ о Роберте Скотте, который дошел до Южного полюса, но дошел вторым. И вот в рассказе показано, как все изменилось, когда они подходят к Южному полюсу и видят флаг, который поставил Амундсен. И они понимают, что все. И потом они на обратном пути, значит, погибают. А при этом главная ценность, которую оставил после себя Роберт Скотт, говорит Цвейг, это дневник, который он вел, и по этому дневнику можем проследить историю духа человека, который проиграл борьбу за Южный полюс. То есть он пришел вторым. Из
романов. Он написал несколько романов, но ни один из них не закончил. Самый известный его роман вышел в 1939 году. Называется он «Нетерпение сердца». Опять-таки очень такой душераздирающий сюжет. В общем, в военного влюбляется девушка-инвалид. Этот молодой человек из страха причинить страдания и боль этой девушке соглашается на ней жениться. Она признается в любви и соглашается на ней жениться, а потом исчезает, убегает. Когда об этом узнает девушка, она очень расстроена и кончает жизнь самоубийством. И таким образом в этом романе Цвейг показывает, что сочувствие и сострадание может быть таким же губительным, как и безжалостность. И он говорит, что есть сочувствие, которое это трусость, когда человек с чем-то соглашается просто потому, что ему легче, да, согласиться, ему лень отказать от помощи. А есть настоящее сочувствие и страдание, которое требует определенных усилий от человека. Так вот, первое как раз вид жалости, которая является следствием лени и следованием каким-то условностям, он называет нетерпение сердца. И причина гибели девушки в этом романе – это как раз нетерпение сердца, которое было у лейтенанта Гофмиллера. Ну, закончить я бы хотел на его новелле «Шахматная новелла». Она вышла после его смерти в 1942 году. Итак, умер у нас Цвейг 22 февраля 1942 года. Ему было 60 лет, он вообще очень боялся этого возраста и считал, что после 60 жизни уже нет. Все 30-е годы Цвейг занимается тем, что убегает от нацистов. Жил он в Австрии в Зальцбурге в 20-х годах, когда в Германии приходят к власти немцы, нацисты в 1933 году. Он уже в 1934 году уезжает в Лондон, в Англию. Хотя Австрия будет присоединена к нацистской Германии только в 1938 году. Там он, кстати, встречается с Фрейдом. Да, и вот та структура композиции, которая есть в новеллах, да, это не только исповедь, это еще и сеанс психоаналитика, когда он показывает людей, которые выговариваются, рассказывают о всех своих грехах, выговариваются. Вот. Да, у него есть биографический очерк о Фрейде тоже. В 40-е годы он покидает Европу, переезжая сначала на короткое время в Северную Америку, в Нью-Йорке, а потом поселяется около Рио-де-Жанейро, в городе Петрополис. И вот там, в этом Петрополисе-то, он и кончает с собой вместе со своей молодой женой, второй молодой женой. Они принимают веронал, это такое мощное снотворное, и умирают, кончают с собой. В предсмертной записке, и там есть фотография, они такие оба счастливые, вот, лежат на кровати, стакан, часы и книжки лежат. Вот, такой умиротворенный очень картина. И в предсмертной записке он объясняет, что я не могу ждать, чем все это закончится. Он имеет в виду Вторая мировая война. Я устал. И считается, что вот эти все перемещения, сначала в Англию, потом в Америку, потом в Южную Америку, это его бегство от нацизма. Потому что он нацизм очень смертельно боялся. И вот этой теме посвящен его рассказ «Шахматная новелла», который очень актуален в том плане, что он показывает, как люди могут жить во время карантина, во время самоизоляции. «Шахматная новелла», да, написана она была в 1941 году, опубликована уже после его смерти, когда еще непонятно, чем закончится Вторая мировая война, когда еще преступления нацистов не все известны. Тем не менее, в «Шахматной новелле» нам показано следующее. Кто-нибудь знает? Значит, на пароходе, как обычно, в пути, да, из Америки, Северной Америки в Аргентину, пассажиры устраивают шахматный турнир, потому что у
один из пассажиров – это известный югославский шахматист. Да. Чемпинович его фамилия. Вот. И его просят устроить сеанс одновременной игры. И во время этого турнира среди пассажиров обнаруживается человек, который говорит с немецким акцентом или по-немецки, который очень хорошо играет в шахматы. И начинают выяснять, откуда же этот человек знает, как играть в шахматы. И ему говорят: наверное, вы очень много времени посвятили изучению шахматной теории. Он, улыбаясь, говорит: да, очень много времени, вы даже себе не представляете. В общем, история такая, как обычно, душераздирающего цирка. В Австрию входят нацистские войска, и всех перспективных заключенных гестапо держит в своем здании. Перспективно – это имеется в виду те, с кого можно стрясти много денег. И чтобы они выдали, где у них счета, где у них золото хранится и деньги, их держат в специальной тюрьме. Тюрьма – это гостиница, по-моему, Метрополия называется, где находится штаб гестапо австро-венского, и в номерах выше этого штаб-квартиры содержат этих привилегированных условиях, этих привилегированных узников. В чем главная пытка? Их хорошо кормят, там удобная мебель, держат в одиночке. Им запрещено, вернее, у них нет возможности с кем-либо разговаривать, кроме следователей. И самое главное, их из этих комнат не выпускают. Они видят каждый день, каждую ночь одно и то же. И там в новелле не дается понять, то ли у них отбирают, то ли просто не дают. В общем, им нечего делать, им нечего читать. Вот. Они могут только смотреть на окружающую обстановку и о чем-то думать. И как говорит рассказчик, самое тяжелое – это после допроса возвращаться обратно ночью и осознавать, что ты возвращаешься туда же. И остаешься один наедине со своими мыслями. Это такой самый радикальный вариант цифровой детоксикации. То есть вот представьте себе, что у вас телевизора нет, радио нет, смартфон отключен, интернета нет и так далее. Да? Вот это полная изоляция. Как он спасся? Он смог украсть из кармана перед допросом или после допроса, в общем, шинели висят вот на вешалке, и он из кармана одной из шинелей смог вытащить книжку. Не попался, книжку принес в свой номер, обрадовался, и какое же было его разочарование. Оказалось, что это сборник шахматных партий выдающихся игроков, чемпионов. 150 партий. А он даже в шахматы не умел играть. Он не понимает, что... Да. Вот представьте себе, что вам дали книжку на китайском языке. Да? Читай. Но так как ему нечего делать, он решил разобраться. Он сначала даже не понимал, что там написано, потом он понял, как обозначаются поля, как обозначаются фигуры, и сделал импровизированную шахматную доску из простыней, из хлеба сделал фигуры и начал разыгрывать эти партии. Каждую партию выучил наизусть, рассказывал, игрывал их по 50-60 раз. Когда все партии были выучены наизусть, ему это наскучило, и он сказал, что наступил самый страшный момент в моей судьбе. Мне пришлось начинать играть самому с собой. А с точки зрения австрийской культуры, самый злейший враг – это сам человек. Да? Фрейд об этом же говорил, да, что самые темные уголки души находятся, самые жуткие опасности таятся в душе самого человека. Значит, в чем жуть этой ситуации, как описано в новелле? И черные и белые, каждая хочет сторона выиграть. И в итоге он доходит до той степени, что начинает ненавидеть сам себя. Потому что он хочет выиграть самого себя, и поэтому у него вот такое антагонистическое позиция. В итоге он сходит с ума, набрасывается на надзирателя словами «делай уже ход, твой ход» и так далее. И его под этим, именно под
видом того, под предлогом того, что он сошел с ума, его списывают и освобождают. А потом, спустя вот много лет, или несколько лет, он попадает на пароход, и его просят поиграть. Играет он гениально, он этого чемпионата выигрывает. Но, как он сказал, я сыграю с вами за вас только одну партию, потому что эта игра требует от меня чудовищного психологического напряжения. Потому что за этой игрой шлейфом тянется вот тот негативный эмоциональный опыт, который он пережил в гестапо. Вот. И эту партию он отыгрывает, а вторую, которую ему предлагает Чентович, ему не дают сыграть, потому что у него начинают дрожать руки. Вот ему там показывают шрам, который он сам себе нанес во время припадка в Вене. Вот. И его оттаскивают от этой доски и говорят: все, достаточно, хватит. Вот. Таким образом, Цвейг еще на самой-самой заре вот этой тематики, темы, да, он обнаружил, у него еще там очень хорошо в новелле показано, насколько продуманы допросы, как человека можно сломать психологически, что они там долго ждут, поэтому психически и физически утомлены. Как он говорит, так как он давно ничего не читал и не видел, он говорит и не отрывая взгляд от пера следователя, который выводит на бумаге его слова. Вот. Таким образом, у нас Цвейг, с одной стороны, как я говорил, находится еще в прошлом, в 19 столетии, но вот он смог описать в этой новелле тот опыт, который станет, к сожалению, актуальным для немецкой литературы, и не только немецкой, от этого взаимодействия с тоталитаризмом. В этой новелле «Шахматная новелла». И, повторяю, написал он его в самом конце своей жизни, задолго до самоубийства. Но я бы порекомендовал вот этот сборник «Звездные часы человечества», потому что он очень воодушевляющий. Он там, и да, еще Цвейг был очень хорошим стилистом, поэтому даже когда вы знаете, чем закончится убийство Приватерлова, вы все равно получаете удовольствие от того, что вы читаете. А еще у него там есть рассказ про то, как сочинялась Марсельеза, которая на самом деле не в Марселе появилась. И он рассказывает о судьбе автора, у которого одно выдающееся произведение, и как он живет с тем и не может справиться с тем, что культовое произведение никак не связано с ним. Как у него характер портится из-за этого, как он со всеми ругается и так далее.